Здравствуйте, вы смотрите программу «Якутия Лайф». Меня зовут Ирина Ефимова. Несмотря на то, что история Дня археолога не связана с какими-нибудь событиями или открытиями, и сам праздник не является ни государственным, ни национальным, археологи России и многих стран СНГ отмечают свой профессиональный праздник именно сегодня, 15 августа. Традиционно с археологическими раскопками связывают выезды в далекие поля, жизнь без удобств и в изоляции. Однако прямо сейчас участники археологической экспедиции проводят в Якутске работы, не выезжая за пределы города. О том, как продвигаются раскопки в районе Старого города, сегодня поговорим с научным сотрудником Арктического научно-исследовательского центра Еленой Соловьевой. Добрый вечер, Елена. Добрый вечер. Во-первых, поздравляю вас с профессиональным праздником. Спасибо. И как вы пришли в эту профессию? Ну, скажем так... За романтикой? Я скажу так, что путь в профессию у меня был достаточно долгим и тернистым. Не сразу? Вообще, нет. Я мечтала о профессии археолога со школы. Но обычно в школьные годы, в мое время, все хотели быть учителями, врачами и космонавтами, мальчики-космонавтами. Ну, я, в общем, сильно не отличалась, но в какой-то момент, это я вот хорошо помню этот момент, в 3 классе я училась, я шла в школу, и это была дождливая очень такая погода, сырая, и я оступилась, подскользнулась, и вдруг у меня прямо вот из-под резинового сапожка вдруг вот вылетела монетка. Старинная монетка. Ну, где-то начало 20 века, я уже сейчас даже не вспомню ее номинал, где-то 1909 или 1904 года, вот такой вот монета. Дореволюционная. Дореволюционная, царская, это точно. Она была большая, эта монета. И я с этой монетой пришла в школу и спросила учительницы русского языка, как называется профессия, вот, когда люди копают что-то в земле и находят какие-то старинные вещи. И она мне объяснила, что это археолог. Через некоторое время, вскоре вот у нас было сочинение итоговое в конце учебного года. Кем бы ты хотел стать? Ну, я, естественно, сказала, что я хочу стать археологом. И учительница мне перед началом урока на доске прямо крупными буквами вывела археолог, чтобы я правильно написала название этой профессии. Я так старалась, написала это сочинение. Конечно, прямо я дорого отдала бы сейчас за то, чтобы посмотреть на это сочинение. И что там вообще написала, да? Написала, да. Но я очень хорошо помню, что монета была со мной. И я ее в конце, когда написала сочинение, закончила, я монету подложила под листочек последний и аккуратненько карандашиком заштриховала. И у меня получился как бы негатив аверса, реверса монеты. И я это радостно сдала, думала, что у меня лучше всех сочинений, потому что я не просто написала, я еще и нарисовала монету. Каково же было мое удивление, когда на следующий день моих бабушку и дедушку, я тогда уже жила у них, вызвали в школу и отругали. Дедушка у меня еще был бывший директор школы, этой же школы. Вот, но его отругали за то, что внучка испортила показатели по районо было тогда это сочинение, потому что рисовать ничего нельзя. Вот. И вот я для себя тогда решила, что я стану как бы археологом. Но с течением времени, конечно, как-то приоритеты менялись. Я вот очень хорошо помню, что в детстве любимая игра была, но в археолога как-то играть у меня не получалось, а вот в учителя я играла с удовольствием. Я закрывала дверь большую на кухне, она была коричневого цвета, выкрашена как школьная доска, высаживала игрушки и писала там мелом. Но учиться вы пошли куда? На исторический? На исторический факультет, да, я поступила на исторический факультет Якутского государственного университета. И отучилась там и уже начала работать с последнего курса, с 5-го курса. Я была принята на работу в Музей археологии и этнографии Якутского госуниверситета. Вот, я проработала там 10 лет, потом, так сложились обстоятельства, я вынуждена была оттуда уйти. И оказалась в школе. Оказалась в школе. Учителем? Учителем истории. И потом обратно через какое-то время вернулись в Через профессию? очень большое время. Я 21 год проработала в школе.
И потом огромное спасибо и огромная благодарность моему учителю, моему наставнику, научному руководителю, доктору исторических наук Анатолию Николаевичу Алексееву. Я вот, все время, пока я работала в школе, вот эта связь, ниточка, которая связала меня с археологией, она, конечно, вот никак не прерывалась. Я ездила в экспедиции с университетской командой. И вот в какой-то момент я попросила его, когда он уже был директором Института гуманитарных исследований, я сказала: Анатолий Николаевич, хочу в профессию, обратно в профессию не могу. И он меня взял, и поэтому вот состоялось мое возвращение в профессию. То есть я второй раз в эту воду вступила. Ну что ж, мы работаем в прямом эфире. Задать вопрос можно, позвонив в студию по номеру 8 41 12 42 14 39, либо отправить нам сообщение в Телеграм на номер 8 914 235 02. И, конечно, можно отправить вопрос через наше мобильное приложение. Чтобы его скачать, надо отсканировать QR-код, который вы видите на экране. Давайте до раскопок все-таки доберемся. Да? Как выбирается место проведения раскопок и как этот процесс контролируется? Вот старую баню было выбрано. Если говорить конкретно о городе, мы точно знаем, что город Якутск, собственно говоря, начал развиваться вот от первого острога, который... Знаем дату, 1632 год. Да, но точное местоположение острога неизвестно, но примерно мы знаем, что это улица Чернышевского, и, скорее всего, это где-то недалеко от Кружала. Нынешнего Кружала. Соответственно, что такое острог? Острог – это крепость, только деревянная крепость. И, как правило, люди, они селились рядом с крепостью, начинали селиться вскоре после строительства острога, начинали селиться возле этой крепости, чтобы в случае опасности можно было скрыться за его стенами. Вот город начал развиваться в этом направлении. Поэтому мы точно знаем, что вот центральная часть города – это, собственно говоря, историческая часть. И несмотря на то, что она очень плотно застроена, все-таки культурный слой исторической части, он сохранился. Культурный слой 17, 18, 19, начала 20 веков, он сохранился. И вот этим летом выбрали место старой бани. Почему? Да, выбрали... сложно сказать, что это мы выбрали. Или там просто что-то нашли? Так распорядилась, как говорится, судьба. Но вообще по существующему законодательству Российской Федерации все земляные работы должны предваряться проведением государственной историко-культурной экспертизы. Это федеральный закон 73-й у нас есть такой. Вот. И перед началом проектирования гостиницы «Космос», вот этот участок, он был определен под застройку гостиницы. И перед началом ее строительства была проведена государственная историко-культурная экспертиза. В результате шурфовки, которая была выполнена, были выявлены культурные осадки, и понятно было, что здесь культурный слой сохранился. Поэтому его нужно исследовать. И вот таким образом мы оказались именно на этом месте. Но для обывателя раскопки – это просто яма, да? Вот понятно, что это многоэтапная работа. Вот с чего начинаются вообще раскопки? Если говорить о конкретном данном случае, то раскопки у нас начались с весьма нетипичной для археологов работы – это снятие техногенного горизонта. Потому что этот участок, он был длительное время в эксплуатации, поэтому, видимо, низинный, неровный, и он очень мощно был отсыпан песком, песчано-гравийной смесью, щебенкой и так далее. Это мы определили шурфовкой, выявили, на какую глубину мы можем снять техногенный грунт, и с помощью техники, специальной техники, мы этот грунт сняли. При поддержке техногенный – это заказчика. грунт 20 века, получается, вы снимаете Нет, слой? это не то, чтобы 20-го. Это действительно поздний грунт, но он именно представляет из себя именно искусственную отсыпку. То есть это просто отсыпанная площадка под застройку.
То есть в ней ничего нет, никаких культуросодержащих нет и быть не может, потому что это просто отсыпали по строительству. Просто отсыпка, да. А говорят, что там раньше находилось поместье, участок входил в состав усадьбы купца второй гильдии Михаила Васильева. Да, совершенно верно. И, собственно говоря, эта информация, я так думаю, что, скорее всего, она впервые просочилась именно из наших уст, потому что, когда мы этот участок, скажем так, поняли, что нам предстоит работа на нем, естественно, начали собирать разную информацию, различную. Что же там было раньше? Да, что там было. Но, к сожалению, существующие исторические карты города Якутска, они малоинформативны, потому что рисовали преимущественно кварталами и очень, скажем так, очень относительно, скажем так, неточно. И к тому же указание фамилий, конечно, проживающих, дворовых каких-то описей до нас вот не сохранилось, за исключением одной карты 1770 года. Это вот самая ранняя карта, в которой существует экспликация, то есть подворное описание, кто в каком доме проживал. И следующий такой вот информативный источник – это историко-графический атлас Пантелеймона Васильевича Попова, но он относится к началу 20 века. И там информация собрана за период конца 19 до 1917 года, до революционный период. И вот из этого атласа мы и узнали, что именно в конце 19-го, начале 20 века и вот на этой территории располагалась одна из усадеб купца второй гильдии Михаила Гавриловича Васильева. Ну, видимо, достаточно зажиточный был человек, потому что рядом у него был еще один участок, неподалеку еще третий участок был. В общем, вот такой вот. А на этом участке находился дом, флигель, который они сдавали в найм, и огромный двухэтажный амбар, который на фотографиях, на некоторых сохранялся, на старых фотографиях. Он прям кажется чем-то совершенно таким инородным, как будто бы он из нашего времени как-то оказался вот среди такой старинной, деревянной, одноэтажной, малоэтажной застройки города Якутска. Ну, двухэтажный амбар – это как крепость практически. Да, и он кирпичный, понимаете? Обычно... А вы его следы нашли? Ну, пока не дошли? Во-первых, у нас не было такой задачи, но он, скорее всего, он стоит чуть дальше, не на этом участке конкретно, где мы работаем, а чуть дальше, потому что все-таки усадьба Васильева была побольше, чем вот тот участок, на котором мы работаем. А кто там задействован в раскопках? Студенты, научные сотрудники? Ну, во-первых, это, конечно, наши сотрудники, наши молодые сотрудники, мои коллеги, я их тоже сегодня от всей души поздравляю с праздником. Вот, это для них тоже такой знаковый момент. Эти ребята у нас работают, ну, вместе мы с 2019 года. Мы познакомились с ними, когда они были совсем студентами первых курсов, ну, начальных курсов. И вот постепенно они вместе с нами... То есть у вас такая команда, да, которая... есть у нас на кого опереться, да, кому продолжить наше дело, есть такие ребята. А также еще у нас работают студенты. Вообще мы объявили набор, и по найму у нас, в общем-то, разные люди работают. У нас, например, работают 2 учителя истории. Один из города, другой из Мегино-Кангаласского улуса. Учитель физкультуры работает, ну, в летнее время позволяет. И студенты разных факультетов. Это что очень отрадно, что в этом году у нас есть и студенты-медики, и студенты математического факультета, и студенты инженерно-строительного факультета. Но основу, конечно, составляют историки. И какой-то вы им инструктаж проводите, как правильно? Ну да, конечно. Ну, во-первых, у нас есть ребята, которые и историки с нами не первый год уже работают тоже. Нет, но если вот я, допустим, просто приду к вам летом, наймусь копать, возьмете и научите, конечно, да? Конечно, научим. Первое время, когда вот мы начинали работать, ребята пришли, многие новички, и, как говорится, кельму, лопатку там они держат первый раз в руках. Но вот мои помощники, очень хорошие ребята, они
Какое-то время они, конечно, вот занимались обучением и отслеживанием правильности работы, а сейчас уже ребята достаточно хорошо овладели этими навыками и, в общем-то, очень хорошо справляются с поставленной задачей. В середине июля наши коллеги к вам выезжали туда, и тогда речь шла о работе с культурными слоями. Вот сколько их там, что они из себя представляют? Ну, во-первых, немножко не точно. Мы работаем не по культурным слоям снимаем, а культурными горизонтами. Вообще, в идеале, конечно, работать, раскопки проводить именно слоями, которые формируются в результате вот жизнедеятельности человека. Вот. Их на таком вертикальном разрезе очень хорошо видно. Вот слой земли, он представляет из себя такой как бы слоеный пирог. Да. И вот все этапы жизнедеятельности человека, они в нем фиксируются. Но так как мы копаем поздние памятники, эти еще слои, они, собственно говоря, ну, не смогли так хорошо сформироваться. И если мы же копаем горизонтально, и поэтому один от другого отличить очень, очень сложно. Их только уже на стенке можно видеть. Поэтому нам позволяет методика, мы копаем горизонтами до 20 сантиметров горизонт, и вот горизонтами снимаем. А определенные сроки там есть? Вам нужно закончить через какое-то время? Да, к сожалению, у нас сроки до конца сентября, но нам больше не позволят и наши природно-климатические условия, потому что это уже холодно, конечно, будет работать. Мы в 2020 году, когда работали на улице Ярославского, мы закончили 4 октября. Я очень хорошо помню, что когда у нас был финальный день раскопок, когда мы навели красоту на раскопе, натянули квадратную сетку, все вычистили. Утром должна была быть фотофиксация и потом рекультивация, то есть засыпать должны были этот раскоп. Пришли утром, лежит снег, и пришлось все, а снег упал на мокрую землю, все прилипло, и это пришлось чистить заново. Это очень такой трудоемкий процесс. Вот, но, к сожалению, такие работы, конечно, нужно проводить не в один год, желательно в несколько сезонов. Поэтому мы работаем сейчас прям буквально в авральном режиме. Чтобы успеть. А Да. что удалось найти-то во время этих раскопок? Ну, вообще, найти удалось много. Находок много. Но в основном они носят массовый характер. Если в верхних горизонтах это фарфор, фаянс, самый такой многочисленный, то в нижних горизонтах это, конечно, керамика. Это осколки глиняной посуды. Присутствует как и лепная керамика с традиционным якутским орнаментом, так и гончарная привозная керамика. Помимо этого есть, конечно, такие единичные вещи. Очень хорошую коллекцию нумизматическую мы собрали. Обычно мы находим в городе, ну, вот что человек чаще всего теряет, какую монету? Конечно, мелочь, да? Теряем. Она как бы особой ценности не представляет, ну, упала, и бог с ней. И здесь мы тоже вот обычно находим в городе мелкую монету какую-то разменную. Вот. Но в этом году нам повезло, мы первый раз обнаружили серебряный рубль Николаевский, Николая II. Ну, это большая удача. Вот. На сегодняшний день это уже более 150 монет мы обнаружили, разновременных. Самые ранние датируются 1748 годом. Вот. Еще много интересных находок. Например, вот сегодня сделали тоже, ну прям я считаю, что такая уникальная находка. Впервые в процессе раскопок мы это обнаружили. Личную печать нашли. Чью? Студент у нас, Миша Степанов, вот сегодня нашел сначала половинку этой печати, там один инициал только был А. И я его просила, говорю: Миша, я прямо заклинаю тебя, найди вторую половинку. Вторую половинку нашли, и там тоже написано А, то есть АА инициалы. Кто это, пока не знаем. И изображение, на печати изображение орла. Чья это личная печать, но только это еще предстоит узнать. Ну, какой-то, в наверное, архивах. чиновник царский, если орел. Ну вот надо Орел — это смотреть. же символ власти был в России. Ну да. Вот. Потом еще клеймо тоже нашли. Сначала вот думали, что для клеймения, как тавро для клеймения лошадей
использовалось, но слишком мелкое. Тоже инициалы В и К. Вот кто этот был В и К, это предстоит еще узнать. Вы знаете, чем интересно вот то, что мы сейчас находим, что есть какая-то вот персонализация, то есть есть связь с конкретными людьми, жившими в более раннюю эпоху. Это же здорово. То есть это вот те, кто... Это те же горожане, но только жили там, 100 лет 200, раньше. Да. Это здорово, что это не просто какая-то абстрактная вещь. Потом видно, на этом месте какое-то время проживал мастер Косторез, потому что много отходов именно косторезного мастерства, вот обрезки бивня мамонта, достаточно много, и есть и гребни, и есть заготовка гребня. Гребни из мамонтовой кости? Да, 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 и заготовка есть. То есть это вот прям, можно сказать, процесс весь можно проследить. То есть вот сырье, отходы производства, заготовка и готовая вещь. То есть все вот это есть как бы один комплекс. Вот. Вчера, например, нашли тоже очень интересный гребень костяной. Он со специальными креплениями, видимо, раскладной такой в футляре для усов и бороды. С очень коротенькими такими зубчиками. Такая вот интересная вещь. Специальный мужской. Да, Это для да, какого-то да. барбершопа какого-то, Ну, да. революционного. А какие вообще вот еще самые необычные артефакты вот, удавалось найти в черте города именно? Ну, Вот в октябре 21 года рядом с площадью Дружбы старые захоронения были обнаружены 18 века. Ну, вы знаете, мы получили датировки по этим погребениям, и они оказались еще более ранними. То есть это 17 век, и, возможно, это вот погребение первых горожан, жителей нашего города. И у нас есть такая идея, но, к сожалению, получится это или нет, сложно сказать. У нас есть такая идея реконструировать внешний облик вот тех людей, которые были погребены на этом погосте. Но, к сожалению, в целости и сохранности до нас дошло буквально несколько этих черепов. Ну, что, в общем-то, базу, скажем так, вот для восстановления внешнего облика, конечно, сокращает, но тем не менее. Но есть же сейчас технологии такие, да, которые позволяют восстановить внешний облик действительно. Есть, мы взаимодействуем с антропологами, но вот приезжал недавно у нас коллега из Института этнологии и антропологии РАН из Москвы, Равиль Галеев. Я ему задавала как раз вопрос, насколько точно будет воссоздание внешнего облика, если какая-то часть кости черепа отсутствует. Он сказал, что, конечно, можно попробовать, но это будет все равно как бы не совсем точно. Это, Ну, зато можно из этого сделать, я не знаю, какой-то нейросети дать нарисовать, Ну, какую-то промо можно сделать. Он предложил такой вариант: нарисовать бороду. Все, если нижней челюсти нет, Да. дорисовать бороду. Такой вариант. Очень там интересно, у нас крестик было погребение младенца, новорожденного младенца в маленькой колоде. Тоже удивительная вещь. Он был в путах, то есть ножки у него были связаны кожаным ремешком, тонким кожаным ремешком. Ну, совсем младенец, новорожденный совсем. И крестик с изображением Никиты Бесогона был. А, как известно, Никита Бесогон считается вот именно гонителем всех этих нечистых сил и защищает от болезней. И, как правило, вот дети, которые тяжело болеют, их вот с такими крестиками, ну, снабжали, сопровождали этими крестиками. У нас на территории Якутии такой крестик был обнаружен впервые с изображением. А вот ножки спутанные, это тоже ведь, ну, наверное, часть какого-то обряда какого-то, что-то такое. Безусловно, но есть же некоторый такой страх на таком, скажем, на психологическом уровне, да, человек боится усопшего, умершего. Захоронение. Да, и поэтому, скорее всего, может быть так, а может быть просто, чтобы
ну, чтобы ровно поместился. Вот, кстати, обратили внимание еще на то, что погребенные лежали в очень узких колодах, просто очень узких. Как их туда вообще запихнули, сложно сказать. Колоды – это вот цельный ствол дерева, просто выдолбленная сердцевинка. И, видимо, таких не оказалось, скажем так, под руками стволов достаточного диаметра, и прям в такие узенькие-узенькие вот складывали. Прям даже непонятно, как они туда улеглись. Ну вот отличие археологов Якутска тем, что вам приходится работать с вечной мерзлотой. Там вот какие-то определенные правила есть, какие-то особенности с этим связаны, сложности определенные накладывает это. Ну, правил, конечно, никаких нет. Правило одно – бери и копай, несмотря ни на что. А сложности очень, конечно, серьезные возникают. Ну, во-первых, мерзлота должна оттаять, потому что вы добираетесь до самого интересного, и вдруг вы натыкаетесь буквально на асфальт. Потому что мерзлота на самом деле, она не поддается копанию там лопатой или совком. Это только если, не знаю, кайлом бить, а так невозможно ее копать. Поэтому приходится оставлять и ждать какое-то время, чтобы мерзлота оттаяла, дала оттайку. Но тут другой нюанс. Когда она дает оттайку, грунт превращается в такую мягкую жижу, прямо скажем, в которой, в общем, вот приходится копаться. И поэтому мы сейчас и делаем такие достаточно большие раскопы, потому что большая площадь вскрышная, она дает возможности протаивать большой площади. Вот. И это, конечно, я надеюсь, что это облегчает нашу работу. А еще мерзлота сопровождается надмерзлотными таликовыми водами, которые затапливают буквально раскоп, вот когда уходишь на глубину более метров. И это, конечно, очень сложно, потому что приходится, прежде чем начинать копать, каждое утро приходится откачивать воду. То есть археолог – это еще и физическая нагрузка. Это очень серьезная физическая нагрузка, это очень серьезная, потому что это, во-первых, тяжелый мокрый грунт, который нужно выносить и вывозить и тачками. И вот еще особенность городской археологии. Если, например, копать, не знаю, поселение там, предположим, неолитическое, там культурный слой, он очень небольшой мощностью. Он может быть 15-20 сантиметров, 40 сантиметров. А здесь вот достаточно большая глубина, и, конечно, грунта вывозится очень много. Поэтому это физически очень тяжело. Но и вот вы когда говорили про захоронение, вот с этим же связано много суеверий вообще у людей, да? А археологи люди суеверные? Или вот какие-то там байки, может быть, друг другу передают, легенды? Или совсем нет? Люди, наверное, археологи, наверное, люди суеверные, одни из самых суеверных. Но в то же время, как у нас, наверное, происходит какая-то вот все-таки профессиональная деформация, как, наверное, в любой профессии. И я вот вспоминаю свое, например, первое погребение, ощущение, когда я копала первое погребение. И вот в прошлом году мы копали Хатасский погост. То есть, если первое погребение, я помню, что я несколько ночей просто спать не могла, и мне вот это все как бы мерещилось, какие-то себе фантазии, там что-то надумала страшное такое, да. А сейчас вот совершенно спокойно, как обычные раскопки и раскопки, собственно говоря. А вот про улицу Ярославского упомянули, там что удалось найти? Мы на улице Ярославского копали напротив Илтумена, там, где должно быть строительство здания арбитражного суда. Там мы тоже изучали культурный слой исторической части города Якутска. Очень интересный материал мы собрали. Тоже большая коллекция и нумизматическая, и керамика, и фарфор, фаянс, и изделия из кости. Обувь, вот 18 века обувь, крестик, был нательный крестик, вот очень интересный в том плане, что абсолютно один в один, как крестик у Татьяны Пранчищевой. Пранчищева – это первая женщина-исследователь Арктики. Вот ее погребение было
ну, сколько-то лет назад оно изучено было. И вот такой крестик обнаружили. Я по описанию просто прочитала, и мне показалось, что очень, очень похоже. Написала в музее в Калуге, по-моему, где хранится это все. Они мне ответили, отправили статью и изображение. И, в общем, благодаря этой статье мы продатировали этот крестик. Это первая половина XVIII века, однозначно. А вообще, как часто вот такие мероприятия проводятся в республике? Вот такие, это какие? раскопки, Раскопки. Каждый сезон, год, да, каждый да, год. конечно, конечно. Это вот, понимаете, это мы сейчас, как говорится, вот мы в городе, мы на виду. Поэтому все про нас знают, все про нас слышат. А вот сейчас мои коллеги сегодня, сейчас, они работают практически по всей республике, проводят раскопки, различные исследования. Тоже их поздравляю с праздником, с профессиональным, с нашим. Так что работают очень, очень много людей, и университет, и куда вот институт эти все исследований. артефакты потом деваются? То есть понятно же, что они в одном музее не поместятся все. Ну, почему не поместится? Если у нас, правда, на самом деле у музеев есть такая проблема с фондохранилищами, да. Вот у нас в республике это однозначно. Во-первых, у нас нет приспособленного фондохранилища. И вот хорошо бы, если бы появилось такое современное здание, сооружение с соблюдением всех современных требований к сохранению вот этих музейных экспонатов, это было бы вообще здорово. А так, в соответствии с существующим положением о проведении археологических раскопок, исследователь обязан в течение 3 лет сдать полученный материал в музей, в любой музей Российской Федерации, на территории республики, да? Но который имеет статус музея. Да, статус музея. То есть это не школьный музей должен быть, не какой-то... Нет. Именно государственный? Именно государственный, только государственный музей. Но в течение 3 лет исследователь может работать с материалом, может публиковать какие-то статьи, использовать его для этого, а впоследствии он должен обязательно сдать. Это прилагается, к отчетам прилагается справка с описью всех артефактов, полученных, и то, что они вот переданы именно на хранение. Ну и у нас, как правило, музей Ярославского, если мы про город говорим, да? Про Якутск. Ну, во-первых, у нас в Арктическом научно-исследовательском центре у нас есть свой музей, у нас есть фонды. Ну, так вот сложилось счастливо, что мы наследниками стали фондов, собранных в свое время Светланой Александровной Федосеевой, чье имя носит наш музей, Юрием Алексеевичем Мочановым, ну и их коллегами. Поэтому у нас очень большая коллекция. Вот. Потом, если говорить о городе, у нас есть замечательный музей. К сожалению, он очень маленький, но мы очень надеемся. Я вот поклонник этого музея, очень люблю сотрудников этого музея, увлеченные люди. Это музей истории города Якутска, который у нас находится в старом городе. Вот. И очень хочется им пожелать, чтобы они все-таки получили хорошее, просторное здание, и вот этот материал может вполне, какая-то часть может быть и у них экспонирована. Ну и потом вот, кстати, застройщик, который будет строить гостиницу, они хотят сделать в гостинице такой уголок, посвященный археологическим раскопкам. И какие-то фотографии и какие-то артефакты они хотят выставить вот в этом уголке. Ну, если соблюдены будут условия хранения, мы можем, например, заключить договор о временном размещении и таким образом поступить. Ну, то есть в центре Якутска, получается, куда ни копнешь, там все равно что-то будет обязательно. Мы ходим по сокровищам, мы ходим именно по археологии. Археология под ногами. Это так и есть. А можно глупый вопрос? А вот зимой чем археологи занимаются, когда они копать не могут у нас в Якутии? Ну вот, вы знаете, опыт, во-первых, показал, что археологи могут и зимой копать. Потому что вот на проспекте Ленина мы копали в ноябре месяце. Но это сложно, это безусловно сложно. А тот материал, который, если серьезно, то в зимнее время мы занимаемся обработкой материала, который накопали летом. То есть вот лето описаниями, это изучениями. Описание, атрибуция артефактов, написание научных публикаций. В общем, все вот этим занимаемся.
Да. Ну и в завершении беседы закончите фразу «быть археологом» — это… Это круто. Спасибо вам за интересную беседу. Еще раз с профессиональным праздником. Ну и, конечно, в 1932 году мы все знаем, Якутск будет отмечать свое 400-летие. И надеюсь, что ваши работы станут прекрасным вкладом в изучение исторического прошлого и станут своего рода подарком любимому городу. Мы тоже на это очень надеемся. На этом выпуск программы «Якутия Лайф» подошел к концу. Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия.